Я продолжаю писать карту дня на 16 июня. Это у нас пятница. И смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков, вам нужна первая часть. Ссылку я всегда для вас оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и там будет ваш знак зодиака. А я смотрю дальше. Весы. Весы, 16 июня, пятница, события дня. Ага, тут смотрите, есть якорь и расческа. Но я первая увидела якорь, оставляю его. Если вы увидели расческу, у вас проиграется неприятность. Если, как и я, якорь, тогда может показывать остановку. Да, вот прям в пятницу с утра вы где-то вот несколько часов проведете в одном месте. Колокольчик. Могут быть пустые разговоры у вас в этот день. Надежда на что-то. Змея. Общение со змеей. Метлу нельзя, подкову нельзя, цепь нельзя. Интимная связь. Кровать. Ожидание, корабль. Так, смотрим, что тут еще. Вот еще есть конверт по горизонтали. Конверт — это получение. Ожидание, получение. Ну, здесь не вижу. Значит, смотрим. У вас, получается, в этот день какие-то надежды будут на этот день, пустые разговоры, получение чего-то, ожидание, интимная связь может быть. По якорю остановка, да, то есть мы здесь видим события рядом нет, да, то есть вот ничего не будет происходить. И общение будет еще со змеей в этот день, да, то есть человек, от которого лучше держаться подальше, опасаться. Ну вот, может быть, с этим человеком и будут пустые разговоры, как вариант еще. Вот такая информация для вас на пятницу. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к скорпионам. Скорпионы, 16 июня. События дня покажите мне. Что будет у скорпионов 16 июня? Солнышко выпадает, вы будете точно довольны в пятницу. Хорошее настроение может быть прям с утра. Может быть деловой разговор в этот день, деловое общение, переговоры какие-нибудь, переписка рабочая. Подсвечник, надежда. Чемодан нельзя. Неприятность может быть, расческа. Посещение госучреждения. Казенный дом. Хорошие новости.
Так, здесь нет. Смотрим теперь горизонтали, вертикали. Ну, я нашла еще новость по вертикали. Так, значит, смотрим, что у вас получается с утра. Хорошее настроение, деловое общение, надежда, неприятность. Вот единственный минус у вас выпала, неприятность. Посещение какого-то госучреждения в этот день, хорошие новости и новости в электронном виде еще могут быть. То есть, возможно, просто показывает, да, что эта новость придет, например, смс-ка, да, то есть или письмо на почту. И вот эта новость, она будет хорошей для вас. Так что вот нужно постараться избежать только какой-то неприятности в этот день. Ну, например, если вы идете в госучреждение, не знаю, там в больницу, в школу, в налоговую, неприятность может быть, там что-то забыли, да, перепутали время, там не взяли какой-то документ, справку, да, то есть просто нужно быть в этот день внимательнее, да, то есть тогда обойдется все. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Стрельцы, 16 июня, пятница, события дня. Смотрим, стрельцы, что вас ждет в пятницу. Тайное свидание какое-то вас ждет, тайная встреча. Домик, события в доме. Событие, праздник, мероприятие. Неприятность может быть, расчески. Успех. Весы нельзя. Якорь нельзя. Нет. И еще есть чемоданчик. Разлука. Временная разлука, расставание. День крайности, да, то есть у многих знаков выпало и неприятность, и успех одновременно, да, то есть в каком-то вопросе неприятность, а в каком-то наоборот успехи. Значит, смотрите, что у вас. У вас в этот день какое-то событие может быть тайная встреча, неприятность, успех и временная разлука, расставание с кем-то. Ну, вот такие события. То есть ваша задача постараться избежать неприятности. Ну, или если уж она произойдет, да, то морально быть уже к ней готовой, так сказать. Благодарю за внимание и перехожу я к козерожкам. Смотрим, что у вас. Пятница, 16 июня. Козероги. Сразу же весы выпадают. Весы показывают колебания, сомнения, да, то есть сложный выбор. И, возможно, он будет у вас прямо с утра, вот какой-то выбор. Луна. Цикличное событие, повторяющееся будет в этот день.
Змея. Общение со змеей. Получение, конверт. Может быть, у вас каждый месяц вы что-то получаете. Могут так проиграться два события. Ножницы нельзя. Нерешенный вопрос. Цепочка. Причем, смотрите, у вас как интересно выпадает ножницы. Да, то есть вот буквально, если бы не конверт, да, то есть сложились бы ножницы, и вопрос был бы решен. То есть до решения этого вопроса остался один шаг. Но именно в пятницу, скорее всего, что этот вопрос не решится. Может быть, еще решению помешает какой-то документ, бумага, не знаю, то есть получение чего-то может помешать, либо чего-то будет не хватать, может быть. Как-то вот так оно может проиграться. Так, ну смотрим по отдельности. Значит, вы стоите перед выбором в этот день сложным. У вас будет какое-то повторяющееся событие, которое постоянно происходит каждый месяц, да, то есть или через определенные дни. Дальше общение с человеком, у которого длинный злой язык, получение и нерешенный вопрос в этот день. Вот такие события для вас. Благодарю за внимание. Видите, сердечко хотела убежать. Возможно, еще будете спешить. Да, то есть иногда, если убегает, показывает дорогу или спешку. Так, хорошо. Вас посмотрели. Смотрим Водолеев. Водолей, 16 июня. События дня. Так, смотрим, Водолей, что у вас будет в пятницу. Сразу же ножнички выпадают, показывают, что у вас решится какое-то дело, вопрос. Возможно, подстрижетесь, иногда стрижку показывает. Подарок. Победа. Да, то есть не просто вопрос решится, а с хорошим результатом для вас. Луна. Какое-то событие, которое происходит постоянно с вами и имеет цикл. Ожидание. Череп нельзя. Неприятность. Возможно, вот неприятность это и есть ожидание. Да, то есть придется долго чего-то подождать. Так, здесь нет. Проверяем теперь, что у нас по горизонтали, вертикали. Обман. Видите, есть маска. Тоже вот может быть неприятностью. Кто-то вас может обмануть в этот день. Больше не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас из плюсов решится вопрос, да, то есть будет какая-то победа, хорошо, да, то есть будет подарочек, хорошо. Какое-то повторяющееся событие, ну, это как бы нейтрально, не хорошо, не плохо. Дальше, а вот дальше идут минусы, это неприятность, ожидание и обман. Могут вместе проиграться. То есть, например, неприятность то, что вас обманули, неправильно назвали время, да, то есть вы приехали и вынуждены ждать. Да, то есть, ну, это вот как вместе. Хотя каждое событие может проиграться по отдельности. Поэтому вот будьте внимательны, да, то есть смотрите, чтобы вас никто не обманул в этот день. Благодарю за внимание и перехожу я к рыбкам.
Так, рыбки, смотрим, что у вас. Чем вас порадует пятница? 16 июня. Пятница. События дня. Так, рыбки, пятница. Смотрим. Якорь. Прямо с утра вы где-то бросите якорь, наверное, проведете много времени. Замок, тайна. Откроется какая-то тайна. Или замок, что-то будет закрыто, и по якорю, может быть, придется долго ждать открытия. Колокольчик, пустые разговоры. Любовь, 2 сердца. Тайное свидание. Любовь, свидание. Может быть, пустые разговоры на свидании. Так, приглашение нельзя. Смотрим, здесь нет, здесь нет. Нет. Есть еще выбор. Весы. Сложный выбор. Так, здесь у нас нет, нет, нет и нет совпадений. Смотрите, что получается. У вас, видите, есть тайное свидание и тайна. То есть, возможно, с утра откроется тайна о том, что вечером у вас свидание. То есть, может быть, для вас готовили какой-то сюрприз, да, то есть, поэтому вот могут вместе проиграться. Но однозначно с утра, видите, выпадает якорь, и мы видим, что тут вообще никаких событий нет. То есть, вот первая половина дня, даже, может быть, там больше, там часов до 2, до 3, вообще может ничего не происходить. Вы только узнаете какую-то информацию, да, которую от вас скрывали. А вот вечером, да, то есть тут уже, видите, выпадает любовь, какая-то встреча, свидание, пустые разговоры, болтовня. Ну, еще может быть сложный выбор, вот из минуса вечером. Так что вот такой у вас день. Больше похож на выходную, чем на рабочую пятницу. Так что, рыбки, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.